Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». В студии Эльмира Гайнудинова. Я и мои коллеги подготовили актуальную подборку новостей на сегодня. Разговор состоялся, но компромисс пока так и не найден. Застройщик жилого комплекса «Маяк» встретился с челнинцами. О предварительных итогах этой встречи более подробно расскажет Эльмира Гайнудинова. Детские шалости могут привести к печальным последствиям. Подростки катались на самокатах на крыше одного из домов. Челны расцветают. Сколько тысяч цветов высадили в Автограде. Образование реалий и перспективы в Татарском драмтеатре прошел 13-й международный открытый педагогический форум. На мероприятии побывала и Яна Вальдю. Разговор состоялся, но компромисс пока не найден. Жители дома на улице Раскольникова, 18 встретились с застройщиком жилого комплекса «Маяк Плюс» и руководителями исполнительного комитета. Напомню, в наших выпусках мы рассказывали о недовольстве челнинцев. Они возмущаются из-за возведения высотки впритык к их дому. Наша съемочная группа выслушала мнение обеих сторон. Вот где фундамент, это не фундамент, как он называется? Где он? Вот снимаете, где он? Ваше У этого дома. домовое имущество. У жителей жилого комплекса «Маяк» вопросов накопилось достаточно. Эмоции зашкаливали. Особенно их интересовало, почему новая высотка возводится внахлёст к их дому. По словам собравшихся, объект находится буквально на расстоянии вытянутой руки. А значит, соседи могут видеть друг друга и даже приветствовать. Представитель застройщика попытался успокоить челнинцев. Такого не будет. И даже продемонстрировал инсталляцию балкона первого этажа строящегося жилого комплекса «Маяк Плюс». Вы можете увидеть глухое заполнение той части, которая так называемая внахлёст, что препятствует вот этому зрительному контакту друг напротив друга. Вы можете видеть, что вы не можете не дотянуться, не поздороваться, не увидеть друг друга. Вы не можете никак контактировать с соседями через балкон. Но жителей жилого комплекса «Маяк» такой ответ совсем не устроил. По словам челнинцев, у них нет глухого заполнения. Строящийся блок не дает проникнуть солнечному свету. Это для вот этого дома, да, это будут глухие стены, но не для нашего дома. Также у нас освещенность, опять, солнышко у нас появляется, вот, как бы уже лето, можно сказать, только в 7 утра. Это разве нормально? И уже в 10 утра его нету. Застройщик нам, конечно, показал, как в конечном итоге будет все выглядеть, но нас не устраивает. Они закрывают половину нашего балкона. У нас единственное окно, которое смотрит в солнечную сторону, это вот окно нашего балкона. Все остальные комнаты в нашей квартире, они смотрят на северную сторону. Жители также просят обратить внимание и на другие их замечания. Например, они отмечают, что нарушена пожарная безопасность. Пожарная безопасность также нарушена, также никто его не отменял. Также расстояние между домами получается 55 сантиметров. То есть ничего не изменилось. То, что он поставил глухие окна, тут как бы нету имеется смысла. Разговор состоялся, но пока компромисс между застройщиком жилого комплекса «Маяк Плюс» и жителями дома на улице Раскольникова, 18 не найден. Челнинцы видят решение проблемы в виде демонтажа здания. Как говорит застройщик, убрать дом они не могут. Часть квартир уже продана. Более того, размещение объектов на земельном участке было согласовано в 2017 году. В 2018 получено разрешение на строительство. Я осталась не очень довольна встречей. У меня очень много осталось претензий. Было задано вопросов очень много, на них не было прямых ответов. Хотя расстояние видно, что 50 сантиметров. Они говорят, проектная документация, так подписано. Мне этот человек как может подписать такой документ, когда остается 50 сантиметров? На встрече с жителями жилого комплекса «Маяк» также был и руководитель исполнительного комитета. Как сообщил Фарид Салахов, основная задача – сделать так, чтобы все было построено по закону. Договорились так, что все вопросы, которые у них вызывают беспокойство, мы сформируем совместно. Если надо будет, будем встречаться еженедельно по 2-3 раза. И уже вот сформированные вопросы возьмем в работу. И, безусловно, если будут выявлены нарушения, то будем восстанавливать нарушенные права и восстанавливать то, что должно быть по закону. Несмотря на протест жителей жилого комплекса «Маяк», дом пока будет строиться. Но челнинцы не собираются сдаваться и намерены довести дело до конца. Эльмира Гайнудинова, Тимур Сафронов. Новости «Набережные Челны».
Опасные игры на крыше высотки. С такой жалобой на нашу горячую линию обратились жители 18-го комплекса Нового города. В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен момент, как дети на самокатах катаются на крыше дома. Яна Вальдю выехала на место. Кадры, на которых видно, как дети катаются на самокатах по крыше дома 1801, быстро разлетелись по социальным сетям. По словам жителей, такие опасные игры ребята устраивают уже не впервые. Я это увидел просто в группе своего дома 1801. Конечно, опасно. Откуда попали, не знаю. Через технический этаж, я так полагаю, через какой подъезд, не знаю. Конечно, опасно. Но надо управляющей компании надо под контроль взять. Всего лишь. Ну, естественно, опасно. Могут уже упасть с крыши, могут разбиться. Ну, я не знаю, куда родители вообще смотрят. Я бы такого ребенка вообще бы не выпустила потом. Не наказала бы за это. Слава богу, у меня хотя бы уже взрослый ребенок. Жители дома 1801 обеспокоены за безопасность ребят. Кровельного ограждения на крыше нет, а кататься на самокатах по 10-этажному зданию крайне опасно, говорят челнинцы. Очень опасно, конечно. У меня у самой ребенок. Я считаю, это очень опасно. Пусть родители внимательнее будут, пусть наблюдают за детьми. С крыши они могут упасть и разбиться. Вот 4 ребятишек бегают. Они вот 2 раза уже у нас были, они чужие, не с этого подъезда, например. Там наверху наверное, проверять надо. Там не закрыт, наверное. Наша съемочная группа прошлась по всем 12 подъездам, чтобы проверить, находится выход на крышу в свободном доступе или нет. Наша съемочная группа решила провести свой рейд и узнать, есть ли доступ на крышу, но, как мы видим, дверь закрыта, доступа на крышу нет. И так в каждом подъезде. За ответом на вопросы, почему дети беспрепятственно попадают на крышу дома и какие меры планируют предпринять, мы обратились в управляющую компанию «Ремжилстрой». Нам пояснили, что выход на кровлю закрыли, замки очень часто ломают, а проследить за вандалами возможности не имеется, добавили коммунальщики. Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. У выпускников 9 и 11 классов самая ответственная пора – сдачи экзаменов. Как отметил начальник управления образования исполкома Рустем Хузин, в этом году 1911 выпускников школ будут писать ЕГЭ в 7 пунктах. Более 6,5 тысяч девятиклассников сдают ОГЭ на базе 19 школ. Какие предметы выбрали для сдачи челнинские выпускники образовательных учреждений, расскажет Лилия Гатина. Наиболее популярными предметами у выпускников 9 классов стали информатика, обществознание, география, а у 11-классников обществознание, информатика, иностранные языки и биология. Кроме того, в этом году 675 девятиклассников сдали ОГЭ по татарскому языку. По сравнению с 2024 цифра в 2 раза выше, но и это еще не все. В текущем учебном году аттестаты с отличием выдаются с российской медали за особые успехи в учении 1 и 2 степени. Обязательные условия для получения медали 1 степени: оценка «отлично» по всем предметам и результаты ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору не ниже 70 баллов. Для получения медали 2 степени оценка «хорошо» не более чем по 2 предметам и результаты ЕГЭ по русскому языку и предмету по выбору не ниже 60 баллов. При проведении экзаменов организованный пропускной режим с использованием металлоискателя и видеонаблюдения в режиме онлайн, а каждый республиканский экзамен просматривают более 5000 региональных и федеральных операторов в формате «здесь и сейчас». Охрана общественного порядка – это задача номер 1. Это касается и школ, где проходит и единый государственный экзамен, и там, где экзамены сдают наши девятиклассники, везде должен быть соответствующий пропускной режим и порядок. На наших глазах происходят трагедии. В том числе и было такое трагическое событие в нашей республике, мы знаем. Поэтому еще раз внимание ко всем этим вопросам прошу обратить. В пунктах ОГЭ также установлено оффлайн-наблюдение. Записи хода экзаменов просматриваются уполномоченными лицами других регионов. С этого учебного года процедура допуска учащихся к ОГЭ и ЕГЭ находится под наблюдением общественных наблюдателей, среди которых родители школьников, но не относящихся к выпускным классам. Общее количество прошедших аккредитацию наблюдателей составляет 105 человек. В Челнах работают горячие линии по вопросам ОГЭ и ЕГЭ, номера которых вы видите на своих экранах. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны.
А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Семейный отдых в санатории «Радуга». Хвойный лес на берегу озера, песчаный пляж, комфортабельные номера с собственной террасой, оздоровительные программы, множество развлечений для взрослых и детей. Насладитесь летним отдыхом в санатории «Радуга». Звоните 20 56 26. Клиника «Варикоза нет» объявляет Дни красивых ног. Прием хирургов-флеболога 1000 рублей. Запишитесь по телефону 25 38 25. Легкость и красота ваших ног с клиникой «Варикоза нет». Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Займитесь озеленением. Такое поручение дал во время аппаратного совещания мэр Челнов. Отдельные слова благодарности Наиль Магдеев выразил и директору парка культуры и отдыха Илье Черкашину и его команде за цветочные композиции. О том, сколько цветов будут украшать в этом году Автоград, расскажет моя коллега Лилия Гатина. Как раз уезжал на фронт, увидел все, что происходит в городе. В социальных сетях приезжаю с фронта, думаю, все, тюльпаны свою жизнь закончили. Жалко же. Это же труд людей. Мэр города поделился своими переживаниями за тюльпаны, которых накрыло снегом в конце апреля. В этом году было высажено около 160 тысяч тюльпанов. Челнинские улицы и проспекты украшают более 1 миллиона 600 тысяч цветов. По словам главы парка культуры и отдыха Ильи Черкашина, план даже перевыполнен. На сегодняшний день у нас 3750 вазонов. В течение ближайших 2 месяцев ждем поставку еще 1250 штук. То есть в этом году, в летний период, будет 5000 вазонов. В цветах сколько в целом, с учетом того, что на клумбах появится? Мы ставили задачу 1,5 миллиона, да? Да, в этом году, Наиль Гамбарович, 1 миллион 650 тысяч цветов. Во время аппаратного совещания мэр Челнов дал поручение руководителям предприятий заняться благоустройством своей территории и его озеленением. Чистоту и порядок в городе и красоту создаем вместе. Один только муниципалитет все это сделать не сможет. Чистота, красота, благополучие города зависит от усилий всех предприятий, организаций, учреждений, зависимо от их формы собственности. Поэтому я надеюсь, что мои слова будут правильно услышаны. Градоначальник поблагодарил Илью Черкашина и его команду за озеленение и цветочное оформление города. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Набережные Челны. Сегодня Набережно-Челнинский государственный педагогический университет отмечает 35-летний юбилей. К этой дате приурочили старт 13-го международного форума образования, реалии и перспективы. Форум объединил более 1000 участников из 43 регионов России и 10 зарубежных стран. Подробнее в нашем материале. Выставка научных и творческих достижений города Набережной Челны открывает форум. Так доцент Челнинского педвуза Ирина Захарова рассказала о первой в России аналоговой модели цифрового симулятора педагогической деятельности и представила ее зарубежным гостям. Идея заключается в том, что наш студент садится за виртуальную программу и, работая за симулятором, проводит урок согласно требованиям, согласно федеральным стандартам. И программа в конце оценивает, насколько эффективно или неэффективно был проведен урок. Один и тот же урок записан в 50 вариаций. В этом году мы сделали пробу. Первый раз мы подключили искусственный интеллект к нашей программе. Вот сейчас у нас как бы есть шаг вперед, но мы думаем, как правильно его реализовать именно на этом симуляторе. Вот, идея такая. Ну и перспективы, ждем сотрудничества, ждем людей, которым будет интересен этот проект. Челнинский педуниверситет – кузница педагогических кадров не только для Автограда, но и для всего Закамского региона, отметили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Потребность в кадрах, она всегда актуальна, поскольку без тех, кто учит наше подрастающее поколение, собственно, невозможно развитие общества. Международный форум будет проходить 2 дня. Предусмотрены работа в научных секциях, круглых столах и мастер-классах. Этот форум позволяет не только привлечь самые лучшие умы научные,
но и позволяет в ходе общения достигнуть определенных направлений сотрудничества. И сегодня в рамках форума будет подписано соглашение с зарубежными университетами. Мы надеемся, что в будущем у нас будет много совместной работы со студентами бакалавриата, также и с научными руководителями университета НГПУ. А главная цель форума – напомнить обществу о важности профессии педагога как в России, так и в мировом пространстве. Яна Вальдю, Тимур Сафронов, новости Набережные Челны. Супергерои, любимые персонажи мультфильмов, чудеса света, автомобили и многое другое. Все это можно увидеть в Челнах на уникальной выставке конструктора LEGO. Она открылась сегодня. Это целый мир любителей легендарных конструкторов. Посмотреть, сфотографировать, посетить различные мастер-классы, угоститься криодесертами можно в торгово-развлекательном центре City Mall на 2-м этаже. Миньоны, Бэтмен, Человек-паук, Марио и многие другие любимые и знаменитые герои мультфильмов. Каждая фигура создана из сотен тысяч деталей легендарного конструктора. 10 интерактивных зон на одной выставке LEGO. Время посещения неограниченное, а эмоции самые яркие и настоящие. Настроение замечательное, понравилось все. Мне понравились виртуальные игры и экскаватор. Очень понравилось. Дети рады, и родители рады. С дочкой, с племянницей пришла на выставку. Выставка интересная, очень даже. Еще надо будет с племянником прийти обязательно. Детям организованы 6 мастер-классов. Они могут рисовать 3D-ручкой и создать слайм. Ребята погрузятся в виртуальную реальность с VR-очками или будут управлять экскаватором. На выставке LEGO интересно будет всем. Экспонатов в районе 40. Экскурсии у нас постоянно проводятся. Наши сотрудники рассказывают как и про историю с первого конструктора в виде Лего, так и про наши отдельные экспонаты, которые были собраны для выставки. Выставка LEGO в Челнах будет открыта до 6 июля. Время работы с 10 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. Торгово-развлекательный центр City Mall, 2-й этаж. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. С вами была Эльмира Гайнудинова. Увидимся снова на нашем телеканале.